Ремонт в отделениях Ухтинской городской больницы подошел к концу. За последние 3 года здесь полностью преобразились 9 отделений. Окончание работы ценил лично глава Коми Владимир Уйба, выехал в муниципалитет. Здесь и в соседнем Сосногорске у него была насыщенная программа. Обо всем по порядку. Любовь Лапина. Это сейчас Ухтинская больница по своему виду больше похожа на федеральный медицинский центр. Новое все, от пола до потолка. И это не считая самой начинки, современнейшего оборудования. А еще несколько лет назад врачи и пациенты были вынуждены наблюдать отнюдь не столь радостную картину. Здание больницы 44-го года постройки, а с 68-го сюда нога строителя и вовсе не заходила. Надо сказать, что Ухте сильно повезло, потому что есть партнеры, «Газпром». И, конечно, в этом смысле это мечта для любого учреждения, не только республиканского. Я могу смело сказать, что сегодня таких учреждений и в столичных городах далеко не все российских. Поэтому, конечно, это такой эталон, это такой стандарт медицинского качества и уровня. И к нему надо, безусловно, стремиться. Надо сказать, что это достаточно недешевое удовольствие. Но при этом, еще раз хочу сказать, что, конечно, это планка, которую надо поднимать и именно на нее равняться. Самое сложное было заменить инженерные коммуникации. И первый бич – это вентиляция. Дать хороший воздух, особенно в палаты интенсивной терапии и реанимацию, было задачей номер 1. И она решена. «Газпром» отремонтировал здание, республика на себя взяла оснащение оборудованием. Вот такой тандем власти и градообразующего предприятия. Я надеюсь очень, что вот мы все довольны результатом. Для меня, честно говоря, даже грустно как-то, потому что как-то да, заканчивать не совсем закончено, я бы так сказал. Мы за 3-летний период отремонтировали 9 отделений. Это только крупные отделения, плюс еще там входные группы входили, лестничные марши, это отдельные такие истории. Но сегодня довели действительно больницу до очень хорошего состояния в плане действительно состояния отделений. Но грустно от того, что наша программа на сегодня закончилась, финансирование у нас уже не предусмотрено. Но сотрудничество власти и газовиков, тем не менее, продолжится. В следующем году «Газпром» поможет республике отремонтировать местный роддом, детскую поликлинику и Центр творчества имени Корчевского. Работы на последнем, к слову, уже идут. Из больницы в новый офис Республиканского центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Ухта не просто город, расположенный в самом центре Коми. Это стратегический центр управления нефтегазовой отрасли Европейского севера России. А еще город занимает 2-е место в регионе по количеству индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. И все они своей деятельностью охватывают практически все отрасли экономики. Да только своего офиса «Мой бизнес» здесь пока не было. Мы свою статистику по 2020 году смотрим, безусловно, с львиной долей сыктывкарских. Сейчас мы будем эту статистику перегибать. Уверен был, что здесь есть «Мой бизнес», и у меня даже мысли не было, что нет. Удаленный офис центра «Мой бизнес» в Ухте поможет активизировать инвестиционную и предпринимательскую деятельность. А малое и среднее предпринимательство получит полный пакет услуг в режиме одного окна. А в Сосногорском районе, селе Усть-Ухта, глава открывает социокультурный центр. Он был построен также благодаря национальному проекту. Отдельного здания Дома культуры в селе не было более 40 лет. И все это время творческие коллективы работали в приспособленных помещениях бывшего детского сада. А потому этот день для сельчан стал по-настоящему праздничным. Место для центра жители выбрали сами. И сами же придумали название «Зарний Югор», что в переводе с коми значит «золотой луч». Внутри зрительный зал, целых 49 посадочных мест, помещения для занятий клубов и гримерки. Разместилась в новом здании и модельная библиотека. Это 3-й социокультурный центр, который мы строим по этому проекту. И понятно, что от одного к другому оттачивается строительство, мастерство строителей, оттачиваются те огрехи в проекте, которые в любом проекте всегда существуют, даже в очень хороших. И этот социокультурный центр уже, конечно, у нас с учетом всех тех погрешностей, которые были на первых проектах, и по времени вы сами видите, что это действительно стали реальные сроки, когда практически за 8-9 месяцев мы
создаем очень красивые, уютные здания, долговечные здания. Важно, что строительство таких объектов в нашей республике в приоритете наряду с детскими садами, школами и медицинскими учреждениями. Владимир Уйба уверен, этот центр станет настоящим домом дружбы, любви и творчества. Ну а чтобы это произошло как можно скорее, глава Коми вручает сертификат на 600 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку одежды сцены и оргтехники. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Ухта, Сосногорск.